все другие проблемы наше общество отодвинуло. И занято, и отвлечено вот проблемой родного языка. Хамзатов, который, как никто другой, остро воспринимал проблему языка, сказал: если завтра мой язык исчезнет, то я сегодня должен умереть. Это называется язык. Если мы с языком не считаемся, значит мы не считаемся ни с прошлым, ни с будущим. Если язык забудем мы, а как мы знаем обычаи, традиции? А не скажется это вообще на генотипе? Кто мы такие? Откуда? Мы должны знать и историю, мы должны пепелище свое знать. Откуда мы родом и куда мы идем? Это возможно только через родной язык. Вот сегодня собрание, наша инициатива, это, наверное, от общественных организаций, исходит от Координационного совета Адыгских общественных организаций. Заместитель председателя этой Координационного совета Муаед Умарович Чеченов будет сегодня здесь действительно координатором вести сегодняшнее наше собрание, конференцию. Чем больше точек зрения мы рассмотрим, тем больше мы будем всесторонне знать эту проблему и будем внутри. Я желаю вам всем успехов. Всего доброго. Вы знаете, что в этом зале и в других местах в прошлом году мы проводили очень бурные собрания. Они были связаны с принятием федерального закона номер 317 ТФЗ от 3 августа. До того, как его приняли в проекте, мы обсуждали и выражали категорическое несогласие с этим законом и дали исчерпывающую оценку. Она была нелицеприятная, но я считаю объективной, что это закон этноцида нерусских коренных народов России. Но тем не менее закон принят. И с тех пор прошел 1 год. Наша образовательная система, вот истекший учебный год, проработала в условиях действия этого федерального закона. И в связи с этим мы полагали и полагаем, что есть необходимость посмотреть, как в условиях действия этого закона сработала образовательная система нашей республики. Конечно же, обсуждая вопросы, связанные с изучением родных языков, возникает и много других проблем, которые связаны с функционированием вообще языка в обществе, органах власти, управления и так далее. Поэтому наша задача, по нашему представлению, заключается сегодня в следующем. Посмотреть, что получилось по итогам года, обменяться мнениями. Закон есть, плохой или хороший, его надо исполнять, но мы все знаем, что законы исполняются тоже по-разному. Это первое. И второе. Те же законы и Конституция, и федеральные законы, и местные наши республиканские законы содержат нормы и положения, которые позволяют нам, не нарушая какие-либо нормы иных законов, достигать те цели, которые мы хотим. Вот на этом мы хотели бы сосредоточиться. И в итоге мы подготовили проект обращения к главе Кабардино-Балкарской республики. Почему? Потому что те проблемы, которые назрели, мы считаем, и которые надо решать, находятся в руках местной нашей власти, власти Кабардино-Балкарской республики, власти на местах, муниципальных органах и так далее. Вот примерно вот так. Значит, мы тему сформулировали проблемы
функционирования кабардинского и болгарского языков в условиях действия федерального закона номер 317-ФЗ, который установил принцип добровольного изучения кабардинского и болгарского языков, который является государственным. Значит, мы обратились в связи с этим к министру просвещения, изложили наш подход, они отозвались, и сегодня мы хотим прослушать сообщение представителя Министерства просвещения, начальника отдела Низова Яна Хабаловна. Значит, с сообщением также будет выступать Хагуашева Мадина Андреевна, поскольку она изучила опыт республик, национальных республик, которые входят в состав России, что и как, где делается. Это тоже мы считаем полезным. Относительно ситуации в 14-й гимназии, в связи с тем, что коллизия вокруг этого учебного заведения не доведена до логического завершения, и в связи с тем, что эта ситуация целиком вытекает из того закона, который мы сейчас коснулись. Поэтому предложил бы коснуться отдельным пунктом ситуации вокруг 14-й школы и директора. Предлагают осветить отдельно вопрос, связанный с проблемами, которые имели место, имеют в гимназии номер 14 городского округа Нарчик, поскольку это вызвало большой общественный интерес и резонанс. Так я вас понял, да? Как ваше мнение? Значит, тогда давайте так, если можно, договоримся. По этой теме, наверное, если я самый большой знаток, я постараюсь очень коротко, сжато проинформировать. Если участники собрания посчитают нужным это как-то отразить в итоговом документе, тоже посмотрим. Для начала немного статистики. В нашей республике по состоянию на начало 2019-2020 учебного года функционирует 264 общеобразовательные организации. В них обучаются 105 226 человек. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами изучение родных языков является обязательным. Для соблюдения требований и стандартов каждой образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, должен быть создан комплекс специальных условий. Согласно части 6 статьи 14 Федерального закона об образовании Российской Федерации, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. Также, согласно статье 30 Федерального закона, локальные нормативные акты образовательной организации, затрагивающие права обучающихся образовательной организации, принимаются коллегиальными органами управления образовательной организации в порядке, установленном ее уставом, с учетом мнения Совета обучающихся, Советов родителей, представительных органов обучающихся. В соответствии с изменениями, которые внесены в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации в 2018 году, изучение родных языков является обязательным. При этом свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка государственных языков Республик Российской Федерации, осуществляется по заявлению родителей несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение. Образовательные запросы обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся при изучении родного языка общеобразовательными организациями учитываются в заявительном порядке путем фиксации родителям того или иного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского, в качестве родного языка при приеме на обучение в образовательную организацию. На основании поданных заявлений по данным органов управления образованием городских округов и муниципальных районов республики организовано изучение на уровне начального общего образования кабардино-черкесский язык и литературу изучают в группе для владеющих языком 28 319 человек. В группе для начинающих 5600 обучающихся. Болгарский язык изучают в группе для владеющих языком 5318 учеников. В группе для начинающих 1061 обучающихся.
Русский язык как родной выбрали 299 кабардинцев и 86 балкарцев. На уровне основного общего образования кабардино-черкесский язык и литературу изучают 25 616 обучающихся, в группе для начинающих 8080 обучающихся. Балкарский язык изучают в группе для владеющих языком 5178 учеников, в группе для начинающих 693 обучающихся. Русский язык как родной выбрали 629 кабардинцев и 204 балкарца. На уровне среднего общего образования кабардино-черкесский язык и литературу изучают в группе для владеющих языком 5183 обучающихся, в группе для начинающих 706. Балкарский язык изучают в группе для владеющих языком 1322 ученика, в группе для начинающих 186. Русский язык как родной выбрали 84 кабардинца и 27 балкарцев. Также на изучение родных языков и литератур с 1 по 9 класс, соответственно, по классам отводится по 3 часа в неделю. Это с 1 класса по 9. В 10-11 классах по 2 часа в неделю. Здесь еще добавляется 1 час на изучение культуры народов Кабардино-Балкарской республики. С 1 по 9 класс это определяется по федеральным государственным образовательным стандартам, примерной основной образовательной программе по каждому уровню образования, на основании которых школа разрабатывает свой учебный план. В примерной основной образовательной программе даны несколько вариантов учебного плана. Учебный план является составной частью основной образовательной программы. Количество часов на изучение родных языков общеобразовательная организация определяет в соответствии со спецификой основной образовательной программы, конечно, в соответствии со спецификой нашего региона. В 10-11 классах школы КБ руководствуются приказом Минпросвещения Кабардино-Балкарской республики, в котором министерством даны рекомендации по составлению учебного плана. В 10-11 классах УПК руководствуются базисным учебным планом. В 10-11 классах в этом учебном году у нас еще есть возможность давать рекомендации, а по федеральным государственным образовательным стандартам здесь мы уже вмешиваться не имеем права, здесь вот уже все определено на федеральном уровне, и здесь вот уже рекомендации Министерства просвещения уже не делает. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом каждый обучающийся должен быть обеспечен учебником в печатной или электронной форме по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы. При выборе учебников необходимо руководствоваться приказом Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Как я уже говорила выше, во всех общеобразовательных организациях республики изучение родного языка, литературы, географии КБР, истории КБР, культур народов КБР является обязательным и проводится по различным программам и учебным пособиям. В настоящее время для организации этнокультурного образования используется 92 учебных и 50 учебно-методических пособий. За 2018, 2017, 2018 и 2019 годы объем издательской продукции учебно-методической литературы составил более 150 наименований. Указанные издания в федеральный перечень учебников не входят, и заниматься по ним мы пока не имеем права, но другого нет, мы учимся по этим учебным пособиям. В учебном процессе по предметам этнокультурной направленности задействовано 927 учителей. Все учителя республики своевременно проходят курсы повышения квалификации и процедуру аттестации. По итогам аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории по предметам кабардино-черкесский язык и литература, балкарский язык и литература, квалификационные категории за последние 3 года установлены 240 учителям кабардино-черкесского языка и 77 учителям балкарского языка и литературы. Также хочу сказать, что министерством проводятся необходимые мероприятия для развития и изучения родных языков в школах КБР. Здесь вот можно назвать следующие мероприятия. В целях реализации закона Кабардино-Балкарской республики о языках народов Кабардино-Балкарской республики образован экспертно-консультативный совет по сохранению и развитию языков.
Кабардино-Черкесского и Карачаево-Балкарского коренных народов Кабардино-Балкарской республики при правительстве Кабардино-Балкарской республики. В состав Совета входят представители исполнительных законодательных органов государственной власти республики, специалисты в области Кабардино-Черкесского, Карачаево-Балкарского языков, литератур, этнографы, специалисты различных органов государственной власти нашей республики, представители средств массовой информации и иные компетентные специалисты. В целях определения стратегических направлений развития этнокультурного образования на территории Кабардино-Балкарской республики, формирования региональной политики по вопросам этнокультурного образования, координации деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи с образовательными учреждениями и общественными организациями, национально-культурными объединениями и центрами создан Координационный совет по этнокультурному образованию при нашем министерстве. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики осознает актуальность и остроту данного вопроса и признает наличие ряда проблем в области преподавания родных языков. Я хотела бы их озвучить. Вот первая проблема – это то, что на самом деле у нас отсутствует отдельная государственная программа, или у нас отсутствует в нашей государственной программе развития образования в Кабардино-Балкарской республике направления по сохранению и развитию родных языков. Также является проблемой недостаточный уровень методической подготовки учителей родных языков, литератур. Для решения данной проблемы можно предложить следующие меры. Создание вузовского учебника по методике преподавания родных языков и литератур, проведение научно-методических исследований по этнопедагогике, методике преподавания родных языков и литератур, создание методических журналов по родным языкам и литературам. Также обновление образовательных программ по родным языкам и литературам и более активное вовлечение учителей в различные профессиональные конкурсы, которые выходят на федеральный уровень. Также является проблема отсутствия современных учебно-методических комплектов по родным языкам и литературам. Если раньше учебники на родных языках лицензировались и рекомендовались к изданию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, то сейчас в соответствии с требованиями пункта 1 части 4 статьи 18 действующего федерального закона об образовании в Российской Федерации нельзя пользоваться учебниками, которые не входят в федеральный перечень. Ни один из наших учебников по родным языкам, которым пользуемся в школах, в федеральный перечень не входит. Для включения в него учебников необходимо проведение экспертизы на федеральном уровне. Все линии учебников по кабардино-черкесскому, балкарскому языкам и литературам, представить электронные версии учебников, методические пособия для учителей. Также является проблема отсутствия объективных средств оценки уровня освоения родных языков и литератур. Необходимо формирование региональной системы оценки качества образования по родным языкам и литературам, создание регионального банка заданий для проведения республиканских проверочных работ. Также отсутствие республиканского цифрового образовательного портала, содержащего в том числе и цифровые образовательные ресурсы по родным языкам, предметам этнокультурной направленности. Для решения обозначенных проблем в 2019 году Министерством подготовлен проект подпрограммы развития этнокультурного образования в Кабардино-Балкарской республике к действующей государственной программе Кабардино-Балкарской республики развития образования в Кабардино-Балкарской республике. Ну, это основные такие мероприятия, которые хотелось бы, скажем, озвучить. Большую пользу может принести пропагандистская деятельность общественных организаций, нацеленных на сохранение развития родного языка. Вот я сама считаю, что каждый гражданин России должен владеть своим родным языком. И в системе образования страны не должны существовать преграды для решения этого вопроса, для сохранения родных языков. Я увидел вот эту статистику, да, и для меня главная цель этого мероприятия, вот лично для меня, вот, она достигнута. Мы увидим вот эту статистику. Значит, в течение этого года 1,5% учеников кабардинцев в качестве родного языка выбрали русский. И 2,5% выбрали балкарцев, значит, 2,5% балкарцев учеников в качестве родного языка выбрали русский язык. 1015 человек кабардинцев и 317 человек балкарцев. 1,5 и 2,5%. Вот лично для меня это огромная цифра. Вот.
если можно вот спрогнозировать, что будет в следующем году, что будет дальше и дальше. Вот у меня вопрос такой. Что это за контингент вот этих учеников, родителей, которые отказались от родного языка? И что Министерство просвещения вот, предпринимает в качестве каких-то пропагандистских вот, действий в отношении вот этого контингента? И что, вот ваши прогнозы, что может быть в следующем году? Как я уже говорила, это данные статистики за прошлый учебный год. У нас появятся свежие данные после 15 октября, когда у нас будет готов уже статистический сборник ОО-1, где уже будут свежие материалы. Что будет, пока не готова сказать, какие данные, какие цифры появятся. Но я хочу сказать о следующем. Когда у тебя опыт работы уже очень большой в системе образования, когда ты знаешь уже очень многих людей, конечно, и многие обращаются, когда ты уже, знают, что ты работаешь, скажем, в органах управления, которые решают определенные вопросы. За время работы ко мне обратилась масса родителей, которые просят их ребенка перевести с основной группы в начинающую. Это носит такой массовый характер. Знаете, вот, конечно, проводим пропагандистскую работу. Все мероприятия, которые проводятся, они тоже на это направлены. Но мне кажется, все равно на уровне, на любом уровне, на уровне республики, исполнительных органов государственной власти недостаточно работы проводим с семьями, с родителями. Я считаю, что эту работу нужно будет усилить все-таки через мероприятия, через пропаганду, через телевидение. В Конституции нашей республики записано, что наша республика является государством. Это государство образует два народа. И как бы ключевыми атрибутами этих народов являются их языки. Для меня вот язык, если мы Кабардино-Балкарская республика, должна быть альфой и омегой функционирования всей властной системы, всей социальной структуры того, что существует в рамках этой республики. И вот, в России таковым является русский язык. Несмотря на то, что в России все функционирует на базе русского языка, Путин года-полтора назад или год назад дополнительно создал некую схему, согласно которому русскому языку в течение этого и следующего годов выделяется 7 миллиардов рублей, в то время как остальным всем языкам вместе взятых выделяется 80 миллионов рублей. Не буду говорить, что это значит с точки зрения отношения Москвы к другим народам этой страны, но теперь мой вопрос к вам. Вот вы, как опытный работник сферы образования, почувствовали, что идеология того, что мы потихоньку подходим к формированию такой культуры сверхпозитивного, комплементарного отношения к своим же языкам, это происходит? Вы чувствуете это? Или мы так, как были на нуле, так и остались? То есть, вот в рамках Белого дома, так скажем, парламента складывается вот осознание того, что надо форсированными методами тратить на сферу языка сверхусилия. Сколько проектов по развитию и сохранению языка Министерство образования, а может быть и Министерство культуры готовило и предлагало правительству и депутатам парламента? Я уже говорила, что разработан проект подпрограммы в этом году, 2019 год практически мы посвятили разработке этой подпрограммы, то есть это была, скажем, такая большая объемная работа. Она представлена сейчас, мы направляли соответствующие органы, где можно обсудить, скажем, содержание этого проекта подпрограммы. В настоящий момент и Минюст, прокуратура все дали уже, скажем, положительное заключение на внесение изменений в госпрограмму по части развития этнокультурного образования. Это за последние годы. А до вас и потом у вас были ли контакты с депутатами? Вот вы сказали, что учебники сейчас должны или лицензироваться, или как там, аккредитация, не помню термин какой.
Это же проблема, ее надо решать. Ее надо решать через наших Это проблема. парламентариев. Я же уже говорила об этом, да, что как бы это основная часть той подпрограммы, которая разработана. Сейчас вот как бы основное согласование это Минфин, КБР, который даст нам, скажем, согласие, который выделит соответствующие средства, и мы уже будем работать в этом направлении. Необходимо, чтобы наши учебные пособия, мы их так называем, да, учебники, которые есть в школах, их нужно сделать, ну, скажем, легитимными, чтобы они нашли свое место в федеральном перечне учебников, чтобы наши дети тоже по ним обучались. Есть соответствующие требования по федеральным государственным образовательным стандартам, и это все нужно соблюсти в наших учебниках тоже. Я, наверное, плохо сформулировал. То есть не на уровне исполнения закона, а на уровне изменения. Вы считаете, что закон нормальный и его просто нужно придерживаться? Или закон должен был быть другим? По учебникам. Закон, который регламентирует использование учебников. Кто вас может теперь, какая экспертная комиссия может ваши учебники на родном нашем языке оценить? Для того, чтобы учебники попали в федеральный перечень, есть специальный совет, экспертный совет, который пропускает через себя, скажем, эту всю литературу, которая дает соответствующую оценку. Это все происходит сейчас на федеральном уровне. То есть вы согласны с таким? Подожди, если я правильно понял, Да, вот смотрите, вы можно... опасаетесь, что поскольку лицензирование будет проходить в Москве, там нету кабардинцев, нету болгарцев, которые могли оценить наши... Да, то есть проблемы вообще со всем этим процессом добавлю, что связаны. следующий момент тоже из госпрограммы. Вторым необходимым мероприятием в госпрограмме стоит мероприятие по обучению авторов учебно-методических комплектов для того, чтобы они в соответствии с требованиями разработали это все. Это будет согласование с издательством просвещения, они специально будут обучать наших авторов, которые будут наши учебники разрабатывать, а потом уже они пройдут соответствующую экспертизу на федеральном уровне. Здесь ничего не нарушается в том плане, что как бы это наши же люди, наши же авторы будут это все разрабатывать, просто экспертиза проводится на федеральном уровне. Таковы законы. Вот, насколько я поняла, вот это положение о выборе родного языка на добровольной основе, это касается того образовательного стандарта, который существует у нас. Но вот в мое время, например, в национальных школах учились, в начальных классах учились на национальных языках. Существует другой образовательный стандарт. От него отошли в какое-то время. Почему нельзя было в порядке эксперимента хотя бы такие школы создать в каком-то селе или в городе? Уже достаточно времени прошло. И дальше будут ли приняты меры для того, чтобы изменить образовательный стандарт, принять такой стандарт, который позволяет учиться на родном языке? Стандарта другого не будет, есть федеральный государственный образовательный стандарт, это первое, да. А второе, если вы помните, те, которые, ну, если вы помните, в 90-е годы и в начале 2000-х годов в нашей республике тоже работали школы, которые обучали на родных языках. Они обучали всю начальную школу, и математику, и окружающий мир. Они были переведены, и обучение проходило на родных языках. Но в начале 2000-х годов он был эксперимент, он свернулся. Если в настоящий момент, мы тоже обсуждали в министерстве недавно на уровне руководства, обсуждали этот вопрос, если появится, скажем, группа научных работников, если появится группа людей, которые готовы разработать, которые готовы, скажем, с этим работать, мы, конечно, поддержим такую инициативу и будем всячески содействовать реализации такого проекта. Тот проект, о котором вы говорите, в Северокавказском, Осетин, то, что реализуется, да, это же реализуется при государственном университете. Там у них есть, скажем, своя школа, которая является экспериментальной, и в этой школе они реализуют, скажем, этот проект.
Мы тоже готовы это сделать. Я думаю, что и Кабардино-Балкарский госуниверситет нам поможет в разработке. Ну пусть мы сами, скажем, это все разрабатывать не можем, но если появится такой проект, который нужно поддержать, мы готовы это сделать. Мы за такое тоже. Мы все понимаем, что вот принцип изучения родного языка как иностранного, он себя не оправдал. И вот это уже даже из некоторых выступлений явственно свидетельствовало о том, что 50-летняя образовательная система, которая была уже реализована после 60-х годов по инициативе Хрущева, она оказалась абсолютно деструктивной. Вот в поисках новой альтернативной модели образования, в том числе и в первую очередь родным языкам, мы стали искать, где же есть адекватная система, которая бы обеспечила должный уровень знаний родным языкам. И вот, как это уже было сказано, мы нашли его в Северной Осетии. Дело в том, что при пединституте североосетинском есть кафедра ЮНЕСКО, которой руководит Камболов Тамерлан Темразович, профессор Камболов, который очень долго этой идеей занимался, и не только он ее декларировал, но и реализовывал, разрабатывал, лоббировал на всех этапах. Ему это удалось, к счастью, и вот сейчас, уже с 2017 года, они реализуют, уже работают по этой программе достаточно успешно, потому что отмечается явственная положительная динамика. Надо сказать, что уже есть около 40 детских садов в Северной Осетии, которые работают с детьми исключительно на иронском и дегорском языках. Кстати, носители этих языков, как вы знаете, друг друга не понимают. Значит, это дополнительная нагрузка, это билингвальная система и даже полилингвальная. Собственно, она так и называется. Полилингвальный поликультурный тип образования. Около 20 школ уже есть. И надо сказать, что в этом году прибавилось 12 садиков и 4 школы по всей Северной Осетии. И вот такое достаточно динамичное поступательное развитие в условиях тотального кризиса страны, это, конечно, мы можем оценить как нечто похожее на чудо. Вот. Мы предприняли поездку в феврале этого месяца, встретились с Камболовым, он очень любезно нас принял на кафедре ЮНЕСКО. Там работает достаточно много людей, нам показали методическую литературу, которая, конечно, впечатляет по степени разработанности, по оформлению, по дизайну, даже совершенно современный. Вот. И эти учебники, они уже в полной мере используют и разрабатывают еще. Но что меня больше всего впечатлило, вот всех нас четверых, впечатлило то, что при том, что этот проект реализуется под эгидой ЮНЕСКО, тем не менее полностью весь бюджет, который предназначен для развития этой замечательной программы, он исключительно идет из бюджета республики. Например, с 2018 по 2020 включительно годы предполагается в смете 85 миллионов. Не знаю, я не финансист, но это, конечно, может быть, нас, филологов, может впечатлить, но это не так много, как мне объяснили. И, значит, там какая система? До 5 класса они изучают, значит, соответственно, дети на иронском языке, обучение проходят, дегорцы, соответственно, на дегорском, до 5 класса. С 5 класса они уже постепенно начинают переходить на русский, очень плавно, не резко. При этом, значит, происходит такая дифференциация в отношении изучения предметов, а именно они изучают гуманитарные дисциплины, природоведение,
историю, ИЗО и прочие подобные дисциплины, они изучают на родном языке. А технические и такие точные науки, дисциплины точнее, они изучают на русском языке. Ну, мы пришли к выводу это только потому, что недостаточно развит терминологический аппарат, впрочем, так же, как и у нас. И, возможно, вот этот момент тоже очень важен для понимания, что нам можно делать в будущем. Я думаю, что это перспектива совершенно реальная. Теперь, вот эта программа, она, в общем-то, охватывает не только дошкольные и школьные, но и вузовский период обучения языкам. Например, в ВУЗе есть такой факультет журналистики, о котором, кстати, я всегда мечтала и даже вот писала прежнему нашему главе о том, что было бы здорово открыть факультет журналистики на родных языках. То есть там только изучают все предметы на Иронском и Деборском. Соответственно, квалифицированные журналисты, которые способны освещать весь большой диапазон национальной жизни на своем родном языке, выходят с этой кафедры. Что еще я хотела сказать, что этот опыт, он уже имеет своих последователей. Вот при том, что уже более полугода, как мы поехали, и мы его каждый раз говорим всем, да, то есть в каких-то частных беседах, и не только в частных, вот здесь Анзор Владимирович сидит, мы написали письма, значит, в министерство, Курашинову Анзору Владимировичу, Кумыкову Лазу Мухамедовичу и нашему главе Кукову Казбеку Валерьевичу. Мы написали письма, в которых мы предлагаем вот эту альтернативную и государственную систему образования принять на вооружение. Мы очень рассчитываем на то, что мы будем правильно поняты, и что вот эта модель образования, которая, как нам кажется, совершенно спасительным вариантом неправильной той системы, которая укоренилась и которая себя не оправдала, вот, мы думаем, что она будет принята и рассмотрена позитивно. Немножко я хотела бы рассказать еще о другой позитивной тенденции, которая образовалась уже в рамках Российской Федерации. Вот мы с Валерой Хатажуковой в прошлом году, ровно 21 мая, оказались на замечательном форуме, который был подготовлен лидерами татарского движения в ответ на вот этот самый деструктивный закон об образовании, который был принят в Госдуме. В трудах мы столкнулись, в общем-то, с очень большим протестным движением, которое, можно сказать, вот, прошло в ответ на этот деструктивный закон. Обсудили, там были представители почти всех народов Российской Федерации, мы обсудили все это в деталях, вот мы, например, с Улиетой Кусовой выступали там, и мы сказали все, что мы думаем, и, кстати, было все это услышано, очень теплая была обстановка, и ребята, молодые ребята, которые, в общем-то, были инициаторами этой встречи, представители татарских организаций, они предложили 21 мая, почему я это так хорошо запомнила, потому что это у нас день траура, и вот это так совпало, мне кажется, очень знаково, значит, что мы должны организовать демократический конгресс народов Российской Федерации. И вот с того момента будем считать, что начался вот совершенно новый этап в развитии взаимодействия совершенно народного, совершенно спонтанного, может быть, закономерного взаимодействия всех представителей народов России, которые лоббируют интересы своих культур и своих родных языков. И вот на протяжении всего года я на эту страничку выхожу, все буквально читаю. Это очень позитивные тенденции. Сейчас я не буду вас утомлять какими-то деталями, но есть такой сайт, если у вас есть
возможность, желание, вы можете туда зайти, посмотреть все. Спасибо большое. Я, как договорились, тогда постараюсь сейчас очень коротко осветить проблемы, которые имели место в гимназии номер 14. Нарушения были допущены в этом учебном заведении, они, на наш взгляд, являются совершенно недопустимыми и дикими. Первое. В декабре 2017 года провели опрос учеников старших классов на предмет желания, нежелания изучать кабардинские и балкарские языки. В результате 215 опрошенных все до единого отказались от изучения родных языков в пользу изучения альтернативного предмета краеведения. Это декабрь 2017 года. Когда это стало известно широким слоям общественности, и тут сидят люди, которые выступили открыто против, написали жалобы и так далее, кончилось это тем, что когда уже приняли закон о том, что надо учитывать мнение обучающихся и родителей, и учебный год, который начался, 18-19 год, показал, что все ученики, которые учатся в этой школе, выбрали свои родные языки. Значит, нам говорят, что это было законно и так далее, но в этом образовательном учреждении было полностью проведены мероприятия к тому, чтобы исключить изучение кабардинского и балкарского языков со следующего учебного года. Второе. Из школьной библиотеки были изъяты и целенаправленно уничтожены книги на кабардинском и балкарском языках. Но, чтобы не быть голословным, вот в этой части я приведу цифры. Списано и уничтожено по акту номер 47 от 15 декабря 2013 года 767 экземпляров книг, из которых 344 кабардинских, 227 болгарских авторов. Из 817 книг кабардинских авторов, которые имелись в библиотеке, изъято 344 или 42%. Остается в библиотеке 470 экземпляров. Из 440 книг болгарских авторов, которые имелись в библиотеке, изъято и уничтожено 227 книг. Это почти 52%. Остаток 213 книг. При этом надо указать, что из 8850 книг общего количества, которое имеется в библиотеке гимназии, это после списания и уничтожения, книги кабардинских и болгарских авторов составляют всего 686 экземпляров. Это где-то 7% от общего количества того, что есть в этой библиотеке. Сокращение 4 учителей кабардинского и 1 учителя болгарского языка. Вот в школе дали разнарядку оптимизировать численность количества, то есть сократить 11 штатных единиц. При общей численности работающих в этом учебном заведении что-то около 110-120 человек, то есть где-то 10% дало задание сократить. Взяли, сократили учителей кабардинского и болгарского языков, это если считать в процентном отношении, 40% учителей кабардинского и 1 учитель. Если сложить их, получается, что почти на 70% проблему сокращения учителей решили за счет, вообще персонала, решили за счет именно учителей кабардинского и болгарского языков. Так, дальше. В этом учебном заведении была ликвидирована кафедра кабардинского языка, путем объединения с кафедрой английского языка. Далее, в 18-19 учебном году уроки кабардинского языка в сентябре месяце начали вести только с 8 сентября во вторых классах, с 17 сентября в первых классах. Просто не предусмотрели в учебной программе и расписании занятий. И при этом за эти дни, после того, как это стало достоянием общественности,
заставили этих учителей кабардинского языка заполнить классные журналы таким образом, как будто в эти дни были занятия, да еще выставлены липовые оценки. Потом неоднократное проведение различных мероприятий, там показ кукольного театра, проведение каких-то олимпиад, еще чего-то, за счет учебного времени кабардинского и балкарского языков. Значит, демонстративный отказ от награждения грамотами участников мероприятия, посвященного адыгскому флагу. Вдобавок ко всему, есть еще ряд моментов, я не буду подробно останавливаться. Багова Марьям, которая работала там учительницей кабардинского языка, это заслуженный учитель с большим опытом, признанный. По большому счету ее оттуда выжили, уволили. По той причине, что она осмелилась эти вещи вынести на суд общественности. Теперь вот относительно Баговой есть различные суждения, там и министерство нам отвечало, и администрация, и департамент образования и так далее. Значит, на сегодня я, опираясь на факты, говорю, все претензии, которые имелись к Баговой, они были надуманные абсолютно, и должную юридическую оценку получили. Что именно? Значит, с нее незаконно просто так, без какого-либо объяснения, причин, там, без распоряжения, без приказа, за 2 месяца удержали около 10 тысяч рублей. Просто так. Даже объяснения дать не соизволили. Значит, в связи с тем, что вмешалась государственная трудовая инспекция, эти деньги вынуждены были вернуть, но после того, как она этим занималась почти полгода, 7 месяцев. Далее, ей вынесли 2 дисциплинарных взыскания. Одно взыскание решением городского суда города Нарчика, подтвержденного Верховным судом Кабардино-Балкарской республики, признан незаконным. По второму взысканию, которое имело место ранее и которое своевременно не было обжаловано и срок пропущен, прокуратурой Кабардино-Балкарской республики вынесен на этот счет протест. То есть прокуратура признала, что это тоже незаконно. Теперь, занимаясь вот этой ситуацией, мы общались с многими органами власти. Это Министерство просвещения, администрация городского округа Нарчик, департамент образования городского округа Нарчик, администрация главы республики, заместитель председателя правительства, который курирует сферу образования, Государственная трудовая инспекция, прокуратура республики. Что характерно? Вот признавая факты очевидного характера, это особенно администрации городского округа Нарчик касается и департамента образования, по каждому такому случаю, который я перечислял, находили какие-то оправдания. Причем это делалось очень оперативно, по своей инициативе. А когда Багова обратилась с 2-3 официальными заявлениями о конкретных фактах, они не были вообще рассмотрены. Дошло до того, что прокуратура вынуждена была привлечь к административной ответственности за то, что эти обращения вообще не были рассмотрены по отношению к бывшему руководителю администрации, не администрации, а департамента образования городского округа Нарчик. Министерство просвещения, хотя тут они немножко по-другому подошли, кстати, по представлению министра просвещения, директору этого образовательного учреждения был объявлен выговор. Но вот то, что я перечислил, если, бывают, конечно, случайности, бывают вещи, которые по недосмотру, еще как-то, но согласитесь, что вот столько случайностей в одном месте за короткий период так не бывает. Мы говорим, что это характеризует отношение к изучению кабардинского и балкарского языков в этой гимназии. А если департамент
образования, есть министерство, те органы, которые должны за этим делом надзирать, относятся к этим фактам ну, как-то поверхностно, сквозь пальцы, согласитесь, что это идет общая тенденция. Не могло это все случиться в условиях, когда надзирали бы как должным образом за этим образовательным учреждением департамент образования и администрация городского округа Нальчик, в ведении которого это образовательное учреждение находится. Далее, ну, по результатам всех разбирательств, которые имели место, значит, я уже сказал, директору учреждения объявлен выговор, это дисциплинарное взыскание. Значит, постановлением Государственной трудовой инспекции она подвергнется административному взысканию в размере 10 тысяч рублей штрафа. Самому образовательному учреждению, как юридическому лицу, тоже вынесено административное взыскание в виде предупреждения. Я хотел бы еще и на это обратить, это как попустительство того, что там творилось со стороны, творится со стороны властей. Дело в том, что директор гимназии, как и все остальные, они подлежат аттестации каждые 3 года. Срок аттестации для нашего директора он истек аж в июле прошлого года. Несколько раз назначали аттестацию, переносили по каким-то непонятным причинам, и до сегодняшнего дня она работает не аттестованная. Мы говорим, почему? Никто внятного ответа на этот вопрос по сегодняшний день не дает. Разве это не характеризует отношение вот тех органов, которые должны за этим следить и осуществлять эту аттестацию? Конечно, характеризует. Поэтому есть еще ряд вопросов, в частности, когда вскрылись грубые нарушения трудовых прав и Баловой, и других работников, Государственная трудовая инспекция, ну, по каким это причинам произошло, сейчас идет разбирательство, закрыла глаза, если надо было за 3 нарушения 3 взыскания вынести, скрыли, не стали этого делать, дошло до прокуратуры, сейчас идет разбирательство. Во всяком случае, главный государственный инспектор привлечена к дисциплинарной ответственности. То есть вот такие проблемы там есть, имелись, и сегодня, я думаю, что когда все это к какому-то финальному пункту придет, мы общественность проинформируем обязательно, но очевидно для нас, что вот та ситуация, которая сегодня есть, вот учительницу, которая имеет неоспоримые заслуги, она считается одной из самых известных, самых подготовленных учителей, она изгнана от профессии, она не работает. Вот очень коротко, если сказать, все по этому вопросу. Удовлетворен? В соответствии с той ситуацией, которая остается сейчас в республике с родными языками, именно в общественной жизни и в образовании, в частности в образовании. Вот так, спасибо. Да, я думаю, что несмотря на многочисленные усилия общественности, которые прилагались за этот год, необходимо, ситуация действительно остается очень серьезной. А те цифры, которые мы сегодня услышали, это просто убийственные. Поэтому я думаю, что сегодня надо сделать выводы, и одним из которых должна быть необходимость проведения повсеместно просветительской работы по родным языкам. Потому что люди недобровольно отказываются, не просто добровольно отказываются от родного языка, это безграмотность сплошная, это просто темнота. Люди, поэтому я думаю, как после революции наши отцы
делали культурную революцию. Сегодня надо начинать именно с этого. И просвещать нам надо идти в население, в народ и просвещать. Потому что только не понимая безмерного богатства, это не ведая того блага, которое несет знание языка в судьбу человека, в его жизнь, конечно, нельзя добровольно отказываться от родного языка. Чтобы выжить в современном мире, необходимо, и чтобы не только выжить, но и добиться успехов и самореализоваться, необходимо каждому человеку и каждому гражданину знать отличительные особенности нашего времени. Основной характеристикой нашего времени сегодня является это то явление, которое пугает нас всех масштабами своими. Это глобализация, а вместе с тем это и межкультурная коммуникация, которая сталкивает народы, которая сближает народы, унифицирует и интегрирует. Межкультурная коммуникация, конечно же, предстает, вернее, втягивает в себя все народы и все культуры. В результате мы сегодня имеем плюралистический, поликультурный, многоязычный, интегрированный мир. И, естественно, межкультурная коммуникация является одним из основных средств взаимодействия в этом мире. Да, конечно, в этом многоязычном мире необходимо знать много языков. Ну, в общем-то так, если чем больше ты языков знаешь, тем комфортнее тебе жить сейчас. Но при этом есть другой закон, непреложный закон. Дело в том, что процесс межкультурной коммуникации каждый этнос привносит то, что он имеет. Свою культуру, свой язык, свою историю и традиции. В противном случае каждый этнос и каждый представитель этноса оказывается несостоятельным и отторгается от общемировых процессов. Миру мы интересны только своим своеобразием, только своей самобытностью, своим родным языком и культурой. По-другому мы не будем интересны. Как говорит профессор Барышников, один из зачинателей, создателей этнолингводидактического направления в обучении иностранным языкам, это профессор Пятигорского лингвистического университета, он говорит, межкультурная коммуникация может быть реализована только на осознанной национально-культурной базе родного языка. Другую культуру можно усвоить только перенося родную культуру в обучающий процесс, в живой ее соотнесенности с культурами стран изучаемых языков. Другими словами, успешно взаимодействовать в межкультурной коммуникации можно только имея и понимая основу своего «я». Это означает, что мы, кабардинцы и балкарцы, интересны для представителей других культур не знанием иностранного языка, а спецификой, своей национально-культурной спецификой, своей национально-культурной сущностью. Это тем более актуально в связи с тем, что в настоящее время в общемировом масштабе, в том числе и в России, проявляются очень опасные тенденции, направленные на изменение самого человека, типа человека, его сознания, его системы базовых ценностей. Поэтому и
мы знаем, что вызовы такие времени требуют усиления национально-культурного компонента в образовании и укоренения его каждой личности в среде родного языка и культуры. В последнее время мы часто задумываемся над вопросом, почему поубавился истинный патриотизм молодых людей. Дело в том, что истинный патриотизм не может быть абстрактным, оторванным от родного очага, от родного языка и от родной культуры. Вот именно эти вопросы, конечно, мы забываем, когда мы хотим, чтобы массово у нас проявлялся патриотизм, в виде волонтерства, которое совершенно далеко от патриотизма. Что же мы имеем в области решения государственно-правовых проблем национальных языков в общероссийском масштабе? Как показывают данные исследований, сложились некоторые общие подходы, которые исходят из следующих принципов. Они, конечно, нам не нравятся, но мы их должны признать и знать. Это принцип либерализма, в соответствии с которым центр тяжести по развитию и совершенствованию использованию языков перемещается сегодня с государства и его институтов на общество и индивидов. Второй – принцип реализма, предполагающий, что в законодательстве о языке, чтобы было меньше идеологических, декларативных принципов и призывов, и больше прагматизма и реалистичности. И третий – принцип языкового равноправия, означающий, что никакие коллективные, в частности этнические и языковые интересы, не могут ставиться выше интересов отдельной личности. Эти принципы очень точно отражают современную языковую политику в России, которая не способствует решению проблем национальных языков, особенно по части принципов 1 и 3. И я думаю, что каждый из нас понимает, что общество или общественность без государства не сможет никогда сдвинуть с точки эту проблему. Это миф, конечно. И третий принцип языкового равноправия, что означает, что никакие коллективные, в частности, языковые интересы не могут ставиться выше интересов отдельной личности. Я думаю, это лазейка, чтобы не изучать родной язык. Это одна из лазеек, но они сложились сегодня, и с этим надо иметь дело. Между тем, я думаю, что следует обратить внимание на принцип второй, то есть в соответствии с которым требуется больше прагматизма и реалистичности по работе и сохранению наших национальных языков. Соответственно, усиливая просветительскую работу о необходимости знания родного языка и культуры, в то же время следует думать о том, чтобы порождать реальную потребность знания родного языка, чтобы родной язык вместе с русским и иностранным языком помогал личности достигать своих целей на определенных этапах жизненного пути. Есть исследования, например, зимнее, которое исследовало очень точно, какие функции в каждый период жизни человека выполняет родной язык и русский язык. И в соответствии с этим можно, собственно, исходить, если бы было бы желание, была бы возможность только делать что-то, то это можно было бы сделать. И надо ли говорить, что все эти и другие задачи могли бы успешно решаться в идее или в направлении регионализации образования.
которая была достаточно популярна и хорошо развивалась, действительно, как сегодня отметили, в начале 90-х годов. Но через 10-15 лет это направление затухло в связи с тем, что посчитали, что вот, регионализация есть угроза общекультурному и общеобразовательному пространству России. Но на самом деле это не так. Если хорошо поставленная регионализация образования или в рамках этой регионализации можно было бы успешно решить все задачи. Если вы помните то, что такое регионализация, основная идея этой регионализации образования – это сочетание общечеловеческого, общероссийского и этнорегионального, этнокультурного компонента. Думается, что государство перед лицом новых вызовов совместно с общественностью, отвлекаясь от идеологических моментов, хотя они тоже иногда нужны, должны без оглядки ориентироваться на реальную практическую реализацию тех законов, которые имеются. Они есть. Вот, в рамках тех законов можно решать, только у нас не получается. В связи с этим я хочу сказать, что когда я слушала Мадину Какуашеву, я, в общем-то, очень завидовала Северной Осетии, которую я очень хорошо знаю и люблю, потому что я многие годы ездила в Северо-Осетинский университет в качестве члена ученого совета. И хочу сказать, почему они добились такого успеха? Да потому что это абсолютно очевидно и видно невооруженным глазом, что между общественностью и между государственными органами есть там взаимопонимание, слаженная работа, есть сотрудничество, и надо брать это тоже на вооружение. Спасибо. Спасибо. Адыгэбзэр етхонэр лэябэн братихи дибашхам ихуаси сэз азавос продохари бао ишо икур ува псо банажисо соус. Он говорит, что образно говорит. Ну, есть, которые не понимают, поэтому образно говорит, что я созерцаю адыгский язык как специалист и пытаюсь оценить, жив ли он, сердце бьется, не бьется, и что надо для этого делать. Такие собственно, адыгэбзэм шаг егапахан сарангис проблемы арзы. Это нерео адыгэбзэм яхажа материальная жухвас арту. Еще нерео адыгэбзэм ухвейме кэпэм совершит проблем с аршу. Так, он говорит, что есть ряд проблем в методике обучения, то учебники устарели, время, которое на изучение языка предусмотрено, совершенно мало, и вот тот факт, что пришли к тому, что надо спрашивать согласие, это проблемы, которые надо решать. Ну так, адыгэбзэм ягаген методу затруднен хуиз. Материал хатажожожин хуиз. Адыгэбзэм дэрзэбгъэдахьэнущыкӏэр зэдгъэзэхуэжын хуиз. Вот это сказанное, и из этого вытекают те задачи, которые надо решать. Обновить методику, достаточное время надо уделить, и государственный подход нужен. Но бэрэ адыгэбзэр сытхуэдэ зэдэбгъэплъ. Жыс ягъэщӏэкӏэ методущ. Цӏыхухэр дихьэшхмэ. Нтӏанэ бгъэщӏэжэжьын хуейуэ зыщӏыпӏэ ис. Нтӏанэ нэхъыкӏэжыр араси бэщӏэцӏэегъапӏэм, хурытегъапӏэм, лицеям щӏэс егъэджакӏуэ дыщэхэр я нэхъ мащӏэ илъэс тӏощӏ щыщ лэжьагъэмрэ академикым дэрхуэдэу академием щылажьэмэ я зэхуакум коммуникацие щаӏэ. Он говорит, что надо повысить привлекательность изучения языка для тех, кого обучают, для чего
он считает необходимым, чтобы академические заведения в этой отрасли, специалисты академического уровня имели непосредственные связи, коммуникации с теми, которые становятся перед учениками и обучают. Они такого не имеют, а те, которые обучают, они безнадежно устарели. Но да сабихам адьябсит рашония материал, но при этом как что сипаяж материал зацеп функционный зацеп керпасыбыпны. Ндана моуз апишус текс зефаз штыки ндана ново дунем винамра витхакмыр зхихрас зразабрашны абамина ас. Он немножко повторяется, что учебные материалы безнадежно устарели, и для сегодняшних учеников, которые выросли в сегодняшних реальных условиях, это совершенно непривлекательно. Я разделяю этот подход, потому что в наших учебниках по сегодняшний день идут разговоры про колхозы, про совхозы, про то, что уже давно ушло. Но адьябзан зрбадахакерас на проблем школы, адьябзан зцепке но наче позредек буду ихер кокизм джари, это новостри функциони джари. Недавно адьябзаке з таусхеткис фотифна, адьябзаке таусхеткис чума физикин з шопасаватлау храногоми. Он говорит, что кабардинский язык не имеет функциональной нагрузки. Органы власти не работают на этих языках, даже если вы напишете какую-то жалобу или бумагу в какой-то официальный орган, у вас могут и не принять. Я это подтверждаю. Значит, кто-то это знает, делает, кто-то не делает. Вот в администрации городского округа Нальчик у меня у самого пытались не принять. На то, что принял, я потратил ровно минут 40. Пока они дошли до самого верха, они спросили и приняли. Это администрация республики. Это Ярагяко окум хетуа, Ярагяко окум езахошка хабхишуа, адьябзер имбус, ебасан букс, ибхани букс, жиду, тыркум нако заусаха, гыргжу рсизека доктор это сикошка славанды, вольчискушка. Он выражает разочарование теми людьми, которые являются как бы специалистами в преподавании, обучении. Тем не менее, вот в Турцию приезжая, выступают и говорят, что вообще кабардинский язык какой-то такой нехороший, трудно изучать и так далее, и умудряется там выступать на русском языке. Но заявашаным, зазрашаным сабим, фажак кушну абзар агуду падатхан прес. Адьябзар соғашым хитафну агуду падатхан прес. Он говорит, а что в этой ситуации надо делать? Он говорит, что в первую очередь надо создать такие условия, чтобы изучение родного языка для подрастающего поколения было привлекательным, увлекательным. Классом и котом соунага пришла адьябзар я падатхан прес. Но дунем шансы вообще раз. Он говорит, что даже так надо преподносить, чтобы они осознавали, ученики, что без знания родного языка у них перспектив в будущем профессии или какой-то иной деятельности не будет. Если такая необходимость будет, то есть стимул. Да, я что сабин дел что за апуху, зим сдал больше. Я умысли, я ждешли, псорис, я умысли, псорис, там больше вахуду я расселен бамша, псерши дражеке, ари дражен крыс. Ученики, которые обучают родные языки, должны быть солидарны все, они должны сотрудничать, и не только на уровне какой-то личности, а все общим стремиться к тому, чтобы овладеть своим родным языком. Далее, die Materialien з качества животного, quality increase. И читака, и
Лекция, и вот за мид хамка, мах или текущий квалити ингвейс. Наталья интернет через горожан. Сама зарежиссер, без какого класса, за школу собрали, она маза, я перед классом, что завтра шкузы на секунду, а я без радио, что там что-то. Шуази в кетвозе кис ми подняши сас. Сабам хескаво зубчу састушиса. Ники япсанре класс рат ягако зубжанами классам сухали. Якун гу яшут бин хашут не хем удис стец морас ма ярапан кадрим дри. Псоми ягако хам псоми арашя ау зако якет. Абы сухали ярабус гапсаге интернет компьютеры шава як суратшоп соя зонуса як се ясно яка сабиамес машаума яком типа зрият вот это парахомиш стало сеп сура сукам яли на шавас мис водут спец инбандешат езем водит хашия мор мир соя дискуши айвушу я жнан яком типа згорат псоми вжат шикас закри схатек сабин сишба псом сепси дре класса на такой на хужият да отъебзеет, материально, шаупар, Он говорит, что каждый свой приезд в Россию максимально пытается использовать для того, чтобы понять, как изучается кабардинский язык в нашей школе. Для этого я систематически бываю на уроках. И вот он в качестве примера приводит, что если наглядности не будет, для детей предмет всегда неинтересен. И говорит, что вот як, который разводится, в том числе в нашей республике, вот тему яка где-то изучали, и один из преподавателей посчитал нужным, необходимым продемонстрировать детям в натуре, как кино, как фильм, чтобы они это увидели. 10 минут. И те, которые таким образом прошли этот урок, и гораздо лучше усвоили материал. Далее, Саша Шук. Далее, Сабизабура, университетом Сабура. Сабир Хасхваш, и Ешипхун, Ешипхун, и Дешхон, и Дагошин, и Ронахом, Псом Зрахан Крис. Бзер, Псонагам, Псомина Асагнам Асава, Костелена. Да, Бзер Зихет Фуреза Драша Крис. Да, Замиди Раша, Тшемери, Егенериам, Тшемери Юшки за Драшажам, и Унахом, и Уфашлатом, Бзер Шики Аудоза Драша. Псов, Костелена, Он говорит, что язык должен изучаться в учебных заведениях, но немаловажное значение имеет та среда, которая окружает ребенка в семье, родня, соседи и так далее. Вот в этом смысле мы, находящиеся в Турции, язык не потеряли благодаря тому, что были в языковой среде, а в учебных заведениях потом начали изучать. Спасибо. Закон мышу, национальные республики Чукута, Шхакай Гуфу, Шхакай Гуфу, Мухомер и Шарси, Мыркаси Хачарси, Мебесет Хвада, и Шаусуну, Сет Меркваду Тахар, а Дигабзери Хакватинора, Шапри Хакватинора, Башарабзери Хакватинора, Шашанбзери Хакватинора, Хама Зиесет Сетмер, Ягадка Даурис Тухунума, Дунеру Кajukja, Зай Тухунума. شاشان يخونو شاشان يفتنو مرحد غزافة مبه حد يبرا يشوف потом вафра. Он очень возмущен тем, почему стало в России возможно принятие закона, который фактически ведет к тому, чтобы языки нерусских коренных народов России должны отмереть. Значит, я, когда открывали собрание, пытался на этот вопрос сразу ответить. Мы на эту тему, по крайней мере, все, что в наших силах было и возможно было сделать, сделали. И это не означает, что такое направление работы, она не будет дальше проводиться.
Но сегодняшней задачей собрания нашего мы поставили немножко другой ракурс. При том, что закон есть, при том, что его надо, хотим, не хотим, надо исполнять, какие есть возможности законные не допустить угасания языков. А уверяю вас, если мы возьмем, внимательно почитаем и Конституцию Республики, и Российскую Конституцию, и федеральные республиканские законы о языках народов России, Кабардино-Балкарской Республики, действующие законы дают нам возможность, ну как бы сказать, не нарушая то, чем мы недовольны, достигнуть той цели, которую мы хотим. Поэтому наша сегодняшняя задача, по мнению тех, кто его организовал, заключается в том, чтобы не очередной раз посвятить наш сбор тому, чтобы протестуем, а тому, чтобы искать и найти возможности для того, чтобы языки жили, изучались, работали. Тема моего выступления, моего сообщения – это роль государства в решении этой проблемы, а именно государственного образования Кабардино-Балкарии. Если мы посмотрим на мировой опыт решения вот подобных проблем, мы с вами не сможем привести ни одного примера, когда бы эти проблемы решались силами какой-то диаспоры, силами какой-то этнической группы. Мы с вами не найдем ни одного такого примера. Национальные государства создаются именно для решения вот этих проблем. Другого пути решения этой проблемы нет. И поэтому вот мы, значит, считаем, что главной стратегией в решении этой проблемы должно быть образование, государственное образование Кабардино-Балкарии. Почему это государственное образование называется Кабардино-Балкария? Она называется так именно потому, что это форма самоопределения кабардинского и балкарского народа. И главнейшая ее задача именно решение вот этих проблем. Проблем сохранения языка, культуры, защиты их национальных интересов, значит, культурной идентичности и так далее, и так далее, и так далее. Сразу хочу оговориться, что субъектами самоопределения должны быть представители всех народов, которые проживают на этой территории. Это значит, что у них должны быть абсолютно равные гражданские, политические, значит, конституционные и другие права, гарантированные конституциями Российской Федерации и Конституцией Кабардино-Балкарии. Давайте посмотрим на практике, как государственное образование Кабардино-Балкария решает эти проблемы. Вот этот пресловутый закон, значит, который был принят год назад, давайте посмотрим, как политическое руководство этого образования государственного Кабардино-Балкарии попыталось решить эту проблему. Вот мы конкретно, предметно этой проблемой занимались, мы не найдем с вами ни одного принципиального, какого-то значимого заявления, комментария и вот по этому поводу о том, что этот закон, эти поправки грубо противоречат Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарии мы с вами не найдем абсолютно, потому что ничего такого в природе нет. То есть, дальше я приведу другие примеры. Значит, минимум в 5 раз уменьшилось число абитуриентов, принимаемых на отделение кабардинского языка и литературы, балкарского языка и литературы нашего университета. В педучилище закрыто отделение, которое готовило преподавателей родных языков. И какова реакция вот этого нашего государства на эти вещи? Абсолютно никакой реакции. Зачастую, более того, это чуть ли не по их инициативе проходило. Вот в чем я, например, вижу корень проблемы. Если, я считаю, очень опасным попытки перевести проблему на семью, понимаете, что вот там в семье
вот семья должна решать эту проблему, там все увязано с семьей и так далее. Я считаю, это очень опасно. Это вот государство хочет отказаться от своих этих обязанностей и перевести стрелку на семью. Я ни в коем случае не говорю, что мы не должны просвещать семью, что, значит, мы не должны там вести пропаганду и так далее, и так далее. Это мы должны делать. Сегодня мы услышали, и я говорю это без никакого преувеличения, вот эти цифры, которые мы пытались через разные каналы добыть. 1,5% и 2,5% это огромная цифра. И что вот это ведомство, Министерство образования и другие ведомства, вот, которых касаются, значит, которые как бы касаются этой проблемы, что они предприняли? Что они сделали, чтобы, значит, каким-то образом повлиять на эту ситуацию? Я из этого сообщения, вот уважаемые представительницы Министерства просвещения, я ничего не услышал. Смертельная угроза нависла над нашими культурами. И мы должны сделать все, объединиться со всеми силами и заставить вот это наше государственное образование, Кабардино-Балкария, выполнять свою работу по своему прямому предназначению. Понимаете? И я здесь не хочу в это углубляться, но мы упираемся в другую проблему контроля власти, проблему участия в формировании органов власти. Это другая тема. К сожалению, мы уже давно не являемся источником власти, мы никакого отношения не имеем к этим процессам формирования органов власти. Это тема другая, но мы должны думать и об этом, потому что, чтобы создать реальные рычаги влияния на эту власть, мы должны решить эту проблему. Проблему формирования власти, проблему ее контроля и так далее, и так далее. Спасибо. Наши исследователи, ученые полностью уже объяснили, что происходит, что произошло, какие моменты положительные есть, в частности в Осетии, в Чечне, такие же процессы. То есть люди начали беспокоиться за свой язык. Я немножко хотел бы о языке немножко в другом формате, чисто политически. Ни для кого не секрет, что источником языка, родниками является село. И вот в 2004 году была такая принята программа оптимизации городского и сельского населения. И были проведены изменения. Вот результатом этих оптимизаций и принятых решений начало катастрофически уменьшаться положение села. Вот. И теперь, как касается конкретно Кабардино-Балкарии, было принято постановление по бюджетному кодексу, в котором село практически не существует. Нет его села. Вы понимаете? Поэтому, если мы хотим сохранить язык, мы должны сохранить в первую очередь кабардинцев и балкарцев, как носителей этого языка. А вот с этим проблемы уже возникают. И очень серьезные. Если вы откроете, это не голословные слова, если вы откроете буквально за прошлый год статистические данные официальные, то вы увидите, что за первое полугодие население республики сократилось на 6,5 тысяч человек. Это только за один год, это официальные данные, вы можете посмотреть. Уменьшилось? Да, уменьшилось на 6,5 тысяч. Это с 1 января по... Это да. Теперь, что привело к этому? Вот, что приводит? Этой политика, ее достаточно все хорошо знают, экономисты. Ей 600 лет. Она характеризуется тем, что она уничтожает все национальные республики, там все национальное. Так была уничтожена Франция, исчезло 300 носителей языков. Германия сейчас осталось буквально 3-4, там остались только диалекты, хотя там было более 300 народов с разными языками. То есть эта технология достаточно хорошо известна. Она известна тем, кто ее ввел у нас в республике. Мы 10 раз говорили, что если вы уничтожите село,
вы лишитесь и болгарцев, и кабардинцев. А теперь возьмем, давайте перейдем к бюджетному кодексу. Как он формируется? Он формируется таким образом, что село уничтожается. Вот у меня есть жалобы с села Психурей, с Зольского района, там, со всех районов. Фактически у нас идет оптимизация села до уровня, когда хозяева земли, в конкретном там селе, их будет не больше 5 или 6 человек. И они оставят ровно то количество в селе людей, которое нужно для обработки земли. Этот процесс уже идет полным ходом. Вот. Естественно, дальше возникает такая миграционная проблема. Чемодан, вокзал и иди ищи работу. Такая проблема у нас уже в республике есть. Есть. Как это так получается, что у меня есть несколько сел жалоб, да, вот у меня с отделения, где жителям села не досталось ни 1 квадратного метра земли. Это как понимать? Есть более, такие, знаете, продвинутые страны и по территории, и по экономике, также Дания. Ну, она больше раз в 10 нашей республики, но тем не менее там приняли закон. 10 гектаров в 1 рубль, не больше. Да. Вот. У нас, я знаю, вот соседнее село, 3 человека владеют всеми землями. И что мы имеем? Мы имеем то, что количество носителей нашего языка катастрофически уменьшается. Вот. И если посмотрите на бюджетный кодекс, там села вообще нет. Она платит налоги в Москву. С Москвы приходит на региональный уровень, то есть бюджет Кабардино-Балкарии, а там уже дальше кто сколько сумеет выбить. То есть стимула к развитию села у нас в принципе нету. Это сделано законом, в котором принимали участие и наши депутаты, наши парламенты. Я писал несколько раз парламентариям, как горохом об стенку, понимаете? Абсолютно, эти 5 лет и предыдущие, и этот состав, они ничего не сделали. Более того, они сделали все, чтобы нашу партию, которая эти проекты выдвигала, мы с ней настаивали, мы показывали примеры, ребята, ну что вы делаете? Все махают головой, как только начинаются выборы, какую-нибудь свинью подложат обязательно. Так произошло и сейчас. Это нас просто-напросто цинично, нагло выкинули. Хотя у нас есть депутаты, то есть не в обиду никому сказанному, но это мошенники. Это мошенническим образом нас просто выкинули. То есть я к чему говорю, что надо серьезно немножко относиться не только к должностным обязанностям, но и к своей республике. Будем так, можете поверить, что тенденция будет продолжаться. У нас уже уменьшилось количество рожающих женщин за последние 25 лет ровно в 2 раза. Средний возраст балкарцев и кабардинцев мы уже 4-й или 5-й после русских, осетин идем мы. Мы не размножаемся. У нас идет 2000 людей каждый год, это минимальный отток населения, 2000 людей. Вот. Если вы посмотрите, сколько у нас населения, да, вот, осталось, там мы считаем миллионы, мы не смогли найти 500 тысяч людей. В республике нет уже этого количества населения, нету. То есть я к чему говорю, что вот касаясь проблемы сегодняшнего, без сохранения села мы ничего не добьемся. В первую очередь я считаю, что надо серьезно отнестись, ну, я понимаю, должностные обязанности, там, зарплата, но хоть ты прояви немножко уважения к своей республике. Мы теряем республику. Момент инерции у любого государственного образования большой, но я уверяю, что лет через 25 эти вопросы станут уже вплотную. Мы потеряем статус республики просто потому, что нас не будет. Все коротко, потому что я хотел сказать. Мы с этим будем работать, будем вносить предложения, будем пытаться убедить людей, ну, чтобы начинали что-то, хоть рот открывать. На этом все. Была записка, я думаю, без внимания нельзя оставить. 10 сентября 2019 года в здании Госсовета Удмуртии удмуртский ученый Альберт Разин совершил акт самосожжения в знак протеста против ущемления родных языков коренных народов России. При этом
это был одиночный пикет, у него был девиз, строки Расула Гамзатова: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Предлагаю почтить память Альберта Разина минутой молчания. Спасибо. Я считал бы важным внести некую точность. Дело в том, что если взять в руки 317 федеральный закон, вот он у меня в руках, если вы поищете по его тексту хоть раз употребление слова «добровольно», вы там его не найдете. Его там нет. Его нет и в соответствующем федеральном законе, естественно, в который изменения внесены с помощью 317 федерального закона. Его тем более нет в республиканском нашем законе. И там говорится о свободном добровольном выборе языка обучения, а язык обучения в соответствии с нашим республиканским законом для кабардинцев-балкарцев является обязательным. Выбор языка родного является обязательным. То есть правовой проблемы здесь нет вообще. Вот если мы этот лозунг выносим и в повестку дня, и в проект решения, мы выводим эту проблему немножко на ошибочный путь, который не помогает решению каких-либо вопросов вообще. Теперь, вот та формулировка, которая здесь применяется, она была в первом варианте закона, кстати. Этот первый вариант закона, он не устоял. И, кстати, не устоял по причине того, что общественность по всей стране поднялась против него. В том числе в этом процессе участвовали многие присутствующие в этой аудитории. Вот Мадина рассказывала про один из таких сюжетов, где она принимала участие. В результате всего этого из закона вот эта добровольность выбора родного языка, изучения родного языка, она вообще ушла. Ее нет. Поэтому как бы заострять проблему на этом, наверное, будет не совсем правильно и корректно. И самое главное, она не будет способствовать решению каких-либо проблем. Но таким образом, с точки зрения законодательного регулирования изучения родных языков в школах, никаких негативных событий не произошло. Что произошло, вообще говоря, вот этим? Это же не просто был закон. Появился новый термин – русский язык как родной. И вокруг этого термина ломаются копья. Но я бы хотел сказать, и вот Валера Хатажуков здесь сейчас эмоционально об этом говорил, если мы подошли сейчас реально по нашей языковой ситуации к такому порогу, что мы боимся того, что наши соотечественники, наши соплеменники, кабардинцы-балкарцы выберут в качестве родного языка русский, то я хочу сказать, что тогда мы опоздали, и мы не те вопросы обсуждаем. Тогда все поздно. Но, к счастью, такой ситуации нет. Такой ситуации нет, даже с учетом тех статистических данных, вот, довольно обширных и добротных, которые, видимо, министерство подготовило. Те цифры, которые так драматично трактовал коллега Хатажуков, я их не нахожу драматичными, хотя бы по следующей причине. Не приведены данные о том, что было до. Я хочу сказать, что такой процент был всегда. И запретить это никакими законами, никакими увещеваниями невозможно. Это поле выбора любой сидящий здесь кабардинец или балкарец может завтра прийти в школу и сказать: я отныне не кабардинец, не балкарец, я перехожу на русский как родной. Тем более, что многие из нас, может, наверное, даже большинство, русским владеют лучше, чем кабардинцем. Это данность и это объективная ситуация, не признавать которую, наверное, совершенно бесполезно. Но если посмотреть на эти цифры чуть-чуть более внимательно, конечно, нужно понять, как формировались эти цифры, кто их составлял, на основании чего составлял. Вот в законе есть такой момент, который часто у нас трактуют как добровольность вообще.
Момент связан с тем, что ученик, когда он поступает для обучения в первый класс или даже в дошкольную группу, родители его должны в своем заявлении указать, на каком языке они его хотят обучить. Это делается с одной лишь целью, что в паспорте уже нет графы национальности. На лбу, извините, у человека написано, что он кабардино-балкарский, русский или осетин. Это нужно для того, чтобы с точки зрения закона документальным образом зафиксировать намерение и тот факт, за принадлежность к какой этнической группе относит себя человек. И поэтому, если пришел, допустим, в школу человек или родитель по фамилии Кудаев, совершенно невозможно определить, кабардинец он, балкарец, русский или еще кто-то. Потому что эта фамилия, как пример привожу, такие фамилии тысячи. Вот как подтверждение того, что вот такая ситуация, такой момент, он в школе необходим, и другого не дано. Мы все прекрасно понимаем, что языковая ситуация плохая. Да, есть устойчивая тенденция к его деградации, к его угасанию. И здесь, если думать о том, что мы должны и можем делать, то мы должны свои планы строить в поле реалистичного, конечно. Вот здесь звучал отдельный тезис насчет реализма и так далее, с которым можно поспорить, но если мы хотим, чтобы была прагматичная, реальная, действующая, предусматривающая какие-то цели, задачи, результаты программа, то она должна быть реалистичной. Мы в Общественной палате в прошлом году рассматривали закон о языках, ход его реализации на заседании Совета Общественной палаты, и в этой связи провели подробную инвентаризацию, что было сделано в рамках этого закона. Я хочу вам напомнить, что этот закон под символичным номером номер 1 РЗ был принят в 1995 году. Надо понимать, что это было время подъема национального самосознания, время такого высокого, видимо, оптимизма и признания приоритетности вопроса о языках тем составом парламента. И ему не случайно он был принят этим парламентом под номером 1, и там был предусмотрен целый комплекс мер, которые, наверное, на сегодняшний день уже устарели. Одно из мер, которые в этом законе прописано, это необходимость разработки и реализации в республике государственной программы. То есть вот той самой комплексной системы мер, которая позволила бы языковую ситуацию продвигать к лучшему. И последний совершенно тезис. Уважаемые коллеги, как вы думаете, когда у нас не было проблем с изучением родных языков? Я хочу сказать, что у нас не было этих проблем тогда, когда у нас не было письменности, у нас не было школы, у нас не было книг, учебников, методик и так далее, и так далее. То есть в это время единственным условием успешного существования и жизни в обществе было владение родным языком, а через него и уже языками тех народов, которые жили поблизости. И в те времена были многочисленные случаи, когда каждый наш пращур владел несколькими языками и успешно общался как внутри своего этноса, так и за его пределами. Почему я об этом сейчас говорю, почему я про это вспомнил? Только потому, что апеллировать к школе и апеллировать к семье даже, как сказал Валерий, это очень ограниченное понимание проблемы. На самом деле ни в школе, ни в семье эта проблема не решается. Есть проблемы более широкого, более глубокого, более высокого плана. Ну, чтобы вас не угнетать дальше всякими этими околонаучными рассуждениями, я скажу так. Пока владение языком не станет частью социального капитала человека, пока владение языком не станет условием его успешной реализации в жизни, язык будет угасать. К сожалению, так. Но роль всех нас заключается в том, чтобы сделать максимум от нас, от нашего поколения зависящее, для того, чтобы этого не происходило. А для этого надо и со школой работать, и с семьей работать, и принимать государственные программы и максимально эффективно его реализовать. Спасибо.
Спасибо. Можно? Сейчас. Нет, нельзя. Нет. Я выражаю вам благодарность за высказанную точку зрения. Наверное, это должно было прозвучать. Но не прокомментировать было бы неправильно. Перед нами выступал человек, чиновник государственный, который работал в этой сфере достаточно долго и в роли заместителя министра под его патронажем. В 2014 году был принят новая редакция республиканского закона, которая уничтожала обязательность изучения кабардинского и балкарского языков. Вы напрасно сегодня попытались выступить адвокатом федерального закона, которому дали совершенно справедливую, законную, правильную оценку, как закон этноцида коренных нерусских народов России. И напрасно пытаетесь нас сегодня туда вернуть. Если вернемся, мы можем сказать, но это растянется очень долго. Не будем этим заниматься, я вам только скажу так. Да, Конституция говорит, что каждый человек выбирает, какой язык для него является родным. Это конституционное право, никто туда не вмешивается, и пытаться это делать нельзя, недопустимо. Мы совершенно о другом говорим. И это, к сожалению, либо по недопониманию, либо сознательно не хотят слышать многие наши чиновники. Мы говорим другое. Кабардинские и балкарские языки должны изучаться на всей территории Кабардино-Балкарской республики в обязательном порядке, не потому, что он для кого-то родной или не родной, а именно потому, что он государственный язык. Почему русский язык является обязательным для изучения на всей территории России? Потому что он государственный язык для всех россиян. С этим никто не спорит. Почему кабардинские и балкарские языки должны изучаться всеми на всей территории республики? Потому что конституционный принцип, закрепленный в нашей Конституции, сказано, кабардинский, балкарский, русские языки являются государственными языками государства, которое называется Кабардино-Балкария. Второй принцип закреплен, и это в республиканском законе, это повторяется, равноправие трех государственных языков Кабардино-Балкарской республики, то бишь кабардинского, русского и балкарского. Принцип равноправия. Не написано там, что принцип равноправия надо нарушать в сфере образования, в сфере культуры, в сфере там производства или где-то. Вот очень простой подход. И, пожалуйста, если вы выразили свое мнение, мы это понимаем, мы это знали давно, но если вы сегодня, представляя Общественную палату, выразили мнение Общественной палаты, это очень печально.